А так он приходил, конечно, ночью. Но они, правда, шептались с мамой, но я все-таки такая была проворная девчонка, все подслушивала. Но папа говорил, что надо вам в деревню уйти. Как-никак надо, в общем, потому что Курдаева семью, ты видел, говорит, уже есть везде, напечатано, говорит, что за мою голову дают столько-то марок. Стали стучать в дверь. Я говорю, Сияра, наверное, опять немцы вернулись. А потом мы услышали голоса русские. Я говорю, ой, так это наши, не немцы. И открывайте дверь. Стали кричать, мы открыли дверь, они зашли. Их было 4 человека, потом стало 2. А где ваши родители? Я говорю, ну, папа был партизан, его убили. Она говорит, а у меня папа на войне, не знаем где. Мама поехала в деревню за вещами. Я говорю, у меня здесь недалеко бабушка моя живет, отведите меня к бабушке, пожалуйста. Нет, никуда ни шагу. Когда по дороге везли, у нас у одной женщины молодой умер ребенок. Она его так притиснула, никому не показывает, вроде как будто кормит. Но вонь же уже выходит, все стали говорить, надо что-то делать с ребеночком. Она говорит, нет, я его кормлю. Короче говоря, тут остановились и каждую станцию проверяли умерших, вытаскивали и уносили. И этого ребенка тоже выбросили. Они никогда не закапывали ничего, просто выбрасывали с дороги. Когда я пришла в эту квартиру, я вспомнила про гестапо. И говорю, Лемарочка, вот здесь, говорю, твоего дедушку расстреляли.